Ой, проходите, проходите. Пришли сейчас. По всему селу вас искала. Вот, нашли. Наконец-то мы узнаем этот рецепт. Да, покажем сейчас. Чтобы хлеб был вкусный, его надо делать именно с домашних дрожжей. Это питочек, это дрожжи, сделанные своими руками с предыдущего теста. Там добавляется хмель, все делается, вот эти питочки. Вот их мы сперва берем, крошим, очень мелко, они сухие. Вот так мелко крошим. Наливаем водичку тепленькую. И перемешиваем, чтобы оно смякло, чтобы было мягкое-мягкое. Ждем. Оно должно, потому что оно сухое. Оно сейчас станет мягкое. И потом помешаем с мукой. Сделаем опарочку. Это называется опарка. Сейчас надо добавить муку сюда, к этим дрожжам. И мешать потихонечку. Не очень. Всегда быть ласково с мукой, дружно, потому что мука любит, чтобы с ней разговаривали. И тогда получается хлебушка очень хорошее, вкусное, поднимается хорошо. Вот мы начинаем хлеб с вечера, вот делаем опарочку вот эту. Дрожжи у нас готовые уже, как с дрожжи, я уже как бы потом расскажу, как дрожжи делать. А вот это вот готовое, вот так. Оставляешь там ложечку и закрываем. Закрываем, укутаем сейчас полотенечком. И пусть она в теплушке будет сейчас подниматься. Она начнет немножечко дышать. Дышит вот это тесто, дышит, подымется. Мы посмотрим. Когда она будет готова, мы потом будем больше сделать. Больше миски сделаем еще побольше. Перемешаем. Перемешаем и дальше уже. Для того, чтобы хлеб испечь, надо топить печку. Ну, мы топим виноградной лозой. Она дает хороший жар, и хлеб испекается очень хорошо. Ну, печки бывают разные по величине, по размеру. В нашу печку, например, помещается 8 противней. Ну, топим мы хорошую одну такую жменю, хорошую. И когда растопили все, разожгли, пробуем рукой жар в печке. Если рука выдерживает, все, можно в печку вставить хлеб. И в течение часа хлеб бывает испекается готовым. Это кипяточек. Делаем опарочку чуть-чуть, маленьким количеством воды. Делаем опарочку, она горячая, кипяток. И вот она должна быть, вот сейчас она остынет. Мы тогда помешаем все тесто сюда, всю опарочку сюда. Это уже остыла опарочка, мы мешаем все, готовим тесто дальше. Вот это тесто, сейчас вот оно поднялось, и мы все мешаем сюда. Вот это все сюда. Вот это мы все мешаем сюда. Вот так. Вот и все. Сейчас мы поставим, она начнет идти дальше, начнет оживляться. Мы сейчас укроем его. И пусть он в тепле, укрытым, полежит, постоит, и потом оно будет идти дальше. Сейчас мы укрываем. Боженька, чтобы помог, чтобы было все хорошо.
Как понять, что тесто уже готово? Вот берешь, открыли и видим, что тут пузыречки уже идут. Значит, процесс пошел. Хлеб уже идет, нагревается, и уже можно месить. Вот он очень хорошо пузыречками взялся. И берем и муку. Мука готова. Берем и месим. Сейчас вот соль ставим. Определяем соль. Жменьку. Помню, как мама ставила, так и я. Жменечку хорошую ставишь. Вот так. Ложкacığım. Yardım et de olsun güzel ekmecik. Можно месить уже. Сейчас масличком еще раз месим, чтобы оно было еще пышнее. Видите, как красиво поднялось. Вот аж пузырьки идут. О, какие красивые. Вот она отстает от посуды полностью. Тогда оно хорошо, тепленькое. Масличком руки, чтобы они были, видишь, руки почти чистые, полностью не цепляются, значит, это хорошо. Сейчас скутаем еще раз, и все. Вот и ручки чистые, и все. Вот. Боженька, помоги. И дальше укутываем. Сейчас еще раз поднимется, и мы уже поставим формы. Вот так все. А ну посмотрим, как наша хлебушка. Ой, так, вот он, красавчик. Вот так красиво. Вот так. Сейчас формочки приготовим. И будем ставить формочки. А ну, доченька, помоги. Помоги ставить формочки, помажешь. Все. Сейчас будем ставить дальше. Ну, понятно, вот так берем. Yavaş kaldırayım mı? Daha çok. Все, режешь. Легко, нежно. Хлебушка любит, когда с ним нежно обращаются. Вот так аккуратно, вот так вот, смотри. Вот так не тяни. Вот так тихонечко, и она мягкая становится. Сейчас уже почти все готово. По всем формочкам поставили. Сейчас укроем их. Хлебушка. Пусть он поднимется для запекания. Сейчас укрываем аккуратненько, чтобы оно поднялось для запекания. Дай с Богом. Пусть поднимется красиво. Вот хлебушка уже поднялась. И мы сейчас уже кинем ее в печку, понесем. Давайте. Вот так.
Вот уже идем с хлебушкой к печке. Муженек мой помогает мне всегда. Как поженились, как построили печку, сразу с первого года. И печем хлеб каждую неделю. То плыцинды печем, он мне помогает печь печку. И постоянно вот так вот по 8 хлебов ставите? По 8 хлебов, да. И даже 9-ю можем впереди еще и на камушек поставить. Вот сейчас вот измельчаем вот это угли, чтобы не загорелось. И чтобы было равномерно. Вот это саночки казачек. Вот с ними ставим сюда и толкаем печку. Все. Вот так. Вот и все. Ай, боженька. Отлично. Сейчас пока хлеб горячий, быстренько ломаем. Ломаем именно горячий хлеб, корочку, и вымачиваем в холодной воде. Вымачиваем его и будем делать питочек. Вот это, что я взяла от теста, кусочек оставили. Берем это, берем хлеб, что вымочили, горячий, он уже остыл. И все мешаем вместе и добавляем сюда еще хмелевую воду, хмелевую водичку. Вот где мы заварили, хмелевую водичку добавляем. И вот это все месим с кукурузной мукой. И оставляем, чтобы оно поднялось тоже. Оно сейчас будет бродить, и будет поднимется, и будет дрожжевые питочек. Вот эта закваска будет для хлеба. Именно с кукурузной мукой делаем такое тесто. Вот. Сейчас вот берем, сыпем муку кукурузную сюда. Сейчас будем делать вот такие, как котлеточки, хоть круглые, формы произвольно делаешь. Через день мы ставим сейчас их в теплое местечко, и через день мы их будем поворачивать вот так в другую сторону, чтобы и другая сторона подсохла. И когда полностью подсохнет, соберем их в мешочек, тряпочный мешочек, и повесим на стеночку на кухне. И будем делать хлеб с него. Все. Вот так. На прощание даю тебе хлебушка, чтобы была здорова. И заходите в гости всегда. Спасибо вам большое. Счастливо.